Самат Кыштабекович. Сурооңуз барбы? Бир эле суроо. Жаңы эле берилген суроону сизге дагы сиздин оюңузду уккум келет да, ошо доонун эскирүү мөөнөтүнүн калыбына келтирүүнүн узактыгын, чектерин аныктаган ченемдик жобо кандайдыр бир категорияларга коюп койсо болобу, калтырса же Котортуп берелиби? Кереги жок. же баардыгын эле алып салуу керек деп Я ойлойсузбу? на данный момент считаю, что граждане Кыргызской Республики, приняв Конституцию Кыргызской Республики, прежде всего они защищали свои законные интересы в праве обращаться за судебной защитой, независимо от срока давности. И ограничением за защитой, обращение за защитой своих нарушенных прав, это является грубым нарушением как желания населения Кыргызской Республики, так и Конституции Кыргызской Республики. И в соответствии с этим меня удивляет, почему специалисты Жогорку Кенеша подготавливают нормативные акты, зная досконально Конституцию Кыргызской Республики, допускают вот такие, ну, я сказал бы, мягко говоря, не очень корректные поступки. И эти некорректные поступки приводят к тому, что обращение граждан за судебной защитой натыкается на такую стену, которая не позволяет им осуществить свои собственные гражданские права в пределах той же Конституции, в пределах того же Гражданского кодекса, к сожалению. И поэтому это воля Конституции Кыргызской Республики, населения, граждан Кыргызской Республики. И поэтому Верховный Совет, который, то есть Жогорку Кенеш, который является представителем кыргызского народа, должен слышать свое население. Он должен следовать их чаянным и желаниям, а не каким-то популистским, возможно, это самое. Во многих вот этих материалах приводилось то, что Верховный суд и судебные инстанции в силу того, что это изъятие, отсутствие по сроку исковой давности будет приводить к излишнему количеству судебных разбирательств, затягивания на многие годы. Уважаемые господа, это все в ваших руках. Приведите, пожалуйста, судебную систему в надлежащий вид, чтобы они действительно отвечали закону, прежде всего. А потом уже требуйте от населения, чтобы они не подавали. Чтобы они в соответствии с действующим законом, чтобы в наших нормативных актах вот таких вот коллизий, если не будет, тогда, наверное, и суды правильно будут решать вопросы. На данный момент в наших случаях получилось, что 4-й пункт противоречил, 4-я часть противоречила 8-й части. И в связи с этим суд применил и легкий путь. Он взял 10-ю часть и сказал: идите вы, уже прошло 20 лет, а вы обращаетесь сейчас. Но в течение этих 20 лет наш представитель, вернее, наш заказчик не знала, что представляет этот нормативный акт, какие это для него грозят лишением или отсутствием, нарушением прав. А когда уже начали разбираться, пришли к такому выводу, что Торайгырский Айыл өкмөтү не только нарушил это самое по площади, но и превысил свои полномочия как административный орган. И поэтому я полностью поддерживаю и не могу сказать, что что-то еще. Поэтому, уважаемый суд, я прошу вас это самое принять наше ходатайство. Сиз эми жакшы пример келтирип атасыз, дагы бир нерсе айтып берсеңиз. Эгерде административдик органдын күнөөсүнүн негизинде, мисалы үчүн 20 жыл болобу, 30 жыл мурда берилген жерди бир кандайдыр здание туруп калышы мүмкүн, же кандайдыр бир ишкерчилик жүргүзүп атат да аны алган адам дагычы. Алардын укуктары кандай болуп калат деп ойлойсуз сиз? 20 жыл, 30 жыл өткөндөн кийин. В этой связи я вопрос понял, и в этой связи, если я обращаю внимание еще вот вас, как представителя законодательной ветви власти, в том, что
административные органы не несут никакой ответственности за вынесение административных актов. Внесите, чтобы административные органы это самое, несли ответственность соразмерная, не только уголовную, а соразмерно материальную часть, это самая ответственность за свои нарушения административных этих самых законодательства. Внесите такое, чтобы административный акт, это самый орган, чтобы это последствия вынесения административного акта не нес тот гражданин, а он тоже наш гражданин, он тоже имеет право на защиту. Не нес он это, а нес именно административный акт. К сожалению, они только могут ограничиться определенными это самое, снятием с должности, может быть, штрафы, да и штрафов сейчас я не знаю, не видел, чтобы административные органы внесли. Ну и, может быть, это самое, уголовная ответственность. И больше. Но материальная ответственность они не несут. Вот должна быть материальная ответственность органов для того, чтобы они, прежде чем вот делать эти поступки, думали о последствиях. И к этим преступлениям также не должно быть никакой это самое, давности срока. Рахмат, башка сурам. Мансудилар бар мысыздар? Отырыңыз.